У меня есть история, которой я хочу поделиться, и я гарантирую, что она вас удивит в конце этого видео. Вас ждет неожиданный поворот событий, и я с нетерпением жду возможности его раскрыть. Давайте сразу перейдем к делу. Меня зовут Эмили, и мои амбиции не знают границ. Мне 35 лет, и я веду, казалось бы, обычную жизнь американской жены и матери. Мы с мужем Даниэлом вместе уже 10 лет. На первый взгляд он был идеальным супругом и преданным отцом. Однако то, что произошло в прошлом году, потрясло меня до глубины души, заставив усомниться во всем, во что я когда-то верила. Вот как все началось и как это полностью перевернуло мой мир. Тот день начался не иначе, чем обычно. За завтраком Нил упомянул, что его старый друг из Африки Кевин по гости у нас несколько недель. Прошло много лет с тех пор, как они виделись в последний раз, и Кевин был одним из его самых близких друзей во время учебы в колледже. Нил подчеркнул, как много их произошло в прошлом году. Потрясло меня до глубины души, заставив усомниться во всем, во что я когда-то верила. Вот как все началось и как это полностью перевернуло мой мир. Тот день начался не иначе, чем обычно за завтраком. Нил упомянул, что его старый друг из Африки Кевин по гости у нас несколько недель. Прошло много лет с тех пор, как они виделись в последний раз, и Кевин был одним из его самых близких друзей во время учебы в колледже. Нил подчеркнул, как много их. Да исполни мне, что Уго намечается командировка. Этом Демья до этого значения в тот моно, как у поведения Кевина заметно изменилось. Он начал делать мне комплименты, которые казались более личными, упоминая, насколько пленительны мои глаза и насколько искренней кажется моя улыбка. Поначалу как вечер шел, его тон становился все более интимным. То, что он рассказал о прошлом Даниэла, застало меня врасплох. И в то же время во мне начало зады глубокое беспокойство. Наш разговор стал более серьезным, и взгляд Кевина стал заметно напряженным. В конце концов, он остановился, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Эмили, мне нужно тебе кое-что сказать». Его голос смягчил, но в его словах звучала твердая уверенность. Дэниел пригласил меня сюда не только ради дружбы. Он хочет, чтобы наша связь стала глубже в гораздо более значительной степени. Фактически он даже предложил нам втроем проводить время вместе таким образом, чтобы это было более приятно. Сначала я был слишком ушён, чтобы ответить, я мог поверить в то ушал. Выражение ли Кевина не оставляло сомнений. Он не Шу, и это не про импульсивное «мы». Это было Тони. Серьезно обдумал. Я стоял там в тишине и не зная, как реагировать. «Кевин», — продолжил Нил, — специально запланировал эту командировку, чтобы мы могли чувствовать себя более комфортно друг с другом. Он заинтересован в укреплении наших отношений и открыт для изучения чего-то нового. Не торопитесь, чтобы все обдумать. Но я хотел, чтобы у вас было время принять собственное решение. Я не имела после стольких лет брака. Я не могла уложить в голове то, что он предлагал. И все же, несмотря на шок, я не могла игнорировать неожиданные эмоции, которые всколыхнули во мне. Я колебалась, но глубоко внутри часть меня чувствовала себя странно, заинтриговала. Не похоже на то, что я когда-либо испытывала раньше, я наконец заговорила. Но в то же время это было похоже на что-то новое, на что-то. Захватывающий Кевин улыбнулся, явно испытывая облегчение. Это полностью зависит от тебя, но я подумал, что это может принести тебе счастье и привнести что-то новое в твою жизнь. Мы продолжили разговор, устанавливая границы и получая представление об эмоциях и мыслях друг друга. Наша связь углублялась, втягивая меня все глубже. В интенсивность момента речь шла не только о физическом аспекте. Это было эмоционально и духовно незнакомый путь, на который мы ступали. По мере того, как ночь продолжалась, Кевин взял свой телефон. «Нам нужно поделиться этим с Даниэлом», — сказал он, инициируя Вона. Когда на экране появилось лицо Даниэла, меня охватило волнение и нервозность. Кевин уверенно сказал ему, что мы решили принять его предложение и двигаться дальше. Удивление на лице Даниэла быстро сменилось удовлетворением. «Я так рад, что вам обоим это нравится, тепло», — сказал он. Связь между Кевином и мной невероятно выросла, и поддержка Даниэла только сделала этот момент еще более значимым.
Это неожиданное путешествие ознаменовало собой поворотный момент в моей жизни, предложив новый взгляд на наши отношения, о котором я никогда раньше не задумывался после окончания «Вора». Кевин улыбнулся. Дэниел искренне поддерживает это, и у нас есть шанс построить что-то действительно особенное вместе. Его слова развеяли все оставшиеся сомнения, оставив меня полностью непринужденной в этой ситуации. Та ночь была не только о физической близости, она была о доверии, эмоциональной близости и потенциале чего-то нового. Когда Кевин держал меня за руку и смотрел мне в глаза, я поняла, что это больше, чем просто опыт. Это было что-то глубоко значимое. Связь между нами окрепла, превратив этот момент в определяющую главу в моей жизни. В последующие дни ожидание росло, пока мы готовились к возвращению Нила. Когда он наконец вернулся домой, атмосфера изменила его плая. Улыбка, его искренние слова признательности и молчаливое понимание между нами тремя создали глубокое чувство связи и любви, которое не было похоже ни на что. Прежде тем вечером мы разделили ужин и вино, обсуждая наши эмоции и глубокое влияние этого опыта на нас. Наша связь продолжала расти-то. Но и на эмоциональном и духовном уровне это было свидетельством силы доверия, единства и любви. Со временем мы поняли, что наша жизнь изменилась навсегда. Дэниел и я часто вспоминали это время, зная, что оно оставило неизгладимое впечатление на нас. Теперь продолжая идти вперед. Нил и я сильнее, чем когда-либо более уверены в наших отношениях и взволнованы будущим. Это путешествие изменило нашу точку зрения, и мы с нетерпением ждем, что нас ждет впереди. Мы ищем кого-то нового, чтобы разделить этот опыт и стать частью нашей истории. Кто знает, может быть, этот человек где-то есть. Если вам интересно, оставьте комментарий и поставь лайк. Этому видео его руки были грубыми, но его прикосновение вызвало у меня озноб. Я обнаружила, что прижата к стене моя спина выгнулась, когда его тело запер меня на месте. Его теплое дыхание ласкало мою шею, и я могла чувствовать силу его желания, давящего на меня. Мое сердце колотилось. Мой разум кричал, что это неправильно, но мое тело отказывалось сопротивляться Эмили, пробормотал он. Его голос был глубоким и хриплым. Ты не представляешь, как долго я этого хотел его. Губы коснулись моего уха, заставив меня вздрогнуть. Мне хотелось оттолкнуть его, закричать, сбежать, но я застыла. Его руки скользнули по моим бокам, схватив мое бедро. Когда он притянул меня к себе сквозь тонкую ткань моего платья, я чувствовала, насколько он был тверд и настойчив. «Джеймс, мы не можем», — выдохнула я. Но моему протесту не хватало убежденности. Он больше походил на мольбу. Он был моим тестом, и это было неправильно на всех уровнях. Но так как он смотрел на меня, как его руки исследовали, мое тело было опьяняющей. Я никогда не испытывала такой грубой, первобытной потребности. «Даже с Майклом мы уже есть», — прорычал он, прежде чем прижаться губами к моим. Стон вырвался из меня, когда мои пальцы запутались в его волосах, отдаваясь огню, бушующим во мне. Его руки блуждали и исследуя, заявляя право на каждый дюйм меня, и я позволила ему. В тот момент я жаждала его так же сильно, как он жаждал меня, когда он наконец смотрел на меня, как его руки исследовали. Мое тело было опьяняющей. Я никогда не испытывала такой грубой, первобытной потребности даже с Майклом. «Мы уже есть», — прорычал он, прежде чем прижаться губами к моим. Стон вырвался из меня, когда мои пальцы запутались в его волосах, отдаваясь огню, бушующим во мне. Его руки блуждали и исследуя, заявляя право на каждый дюйм меня, и я позволила ему. В тот момент я жаждала его так же сильно, как он жаждал меня, когда он наконец была слишком глубоко, чтобы уйти, но все началось не так. Нет, все началось невинно. По крайней мере, так я себе говорил, чтобы уменьшить чувство вины. Это было утро вторника. Как и любое другое, Майкл уже ушел на работу. А Лили была в детском саду, моя свекровь. Анна попросила меня принести Джеймсу его лекарство. Так как она плохо себя чувствовала, я не раздумывал. Дважды я вошел в комнату Джеймса и обнаружил его лежащим в постели, укрытым одеялом единственным зву. В комнате было его тяжелое дыхание.
«Джеймс, я принесла твое лекарство тихо», — сказала я, подходя ближе. Его глаза слегка приоткрыли, и он пробормотал: «Мне так жарко. Можешь снять с меня это одеяло?» Я немного помедлил, прежде чем протянуть руку и оттянуть одеяло в сторону, открывшийся вид затаить дыхание. Джеймс был полностью голым. Его кожа блестела от пота. Но дело было не только в этом. Дело было в том, что было у него между ног. Он был огромным, гораздо больше Майкла. Толще внушительно, и мое лицо вспыхнуло, и я быстро оталь глаза. Эмили, пробормотал Джейм. Но ТДМ голосом: «Мне нужна твоя помощь. Мои руки слишком неустойчивы». Я не знала, что делать. Мой разум кричал мне, чтобы я ушла, бежала, но что-то глубоко внутри меня, что я не была готова признать, удерживало меня на месте. Мои руки дрожали. Когда я нерешительно села на кровати, я сказала себе, что это случится только один раз, только этот раз и больше никогда. Но в тот момент, когда мои руки потянулись к нему, я поняла, что лгута, как он стонал, так как его тело реагировало на мои прикосновения, это было захватывающе. Я никогда не чувствовала себя такой желанной, могущественной. И когда ВС закончилась, когда он откинулся назад, полностью опустошенный и удовлетворенный, я поняла, что это не конец. Это было только начало с того дня. Джеймс и я были притянуты друг к другу способами, которые я не могла объяснить сначала. Это было едва заметно короткие прикосновения, долгий зрительный контакт, тихие слова, которыми мы обменивались втайне. Но вскоре это переросло во что-то больше, и мы начали тайком уходить крать любое время, которое могли. Я полностью осознавала, насколько это неправильно, но я не могла заставить себя остановиться. Острые ощущения риск. Это было опьяняюще. И почувствовала, что что-то не так, она странно на меня поглядывала, сузив глаза, словно могла видеть мою ложь насквозь. Но она ничего не говорила. Поначалу нет. Только когда она застала нас. Однажды днем все раскрылось. Я была в комнате Джеймса, прижавшись спиной к стене. Пока он целовал меня с такой жаждой, что у меня перехватило дыхание, мы не услышали. Как открылась дверь, не заметили ее приближения. Только когда она прочистила горло, мы поняли, что мы не одни, что, черт возьми, здесь происходит. Голос Анны был ледяным. Глаза горели яростью. Я замерла. Мое сердце колотилось в груди. Оставался сдержанным, отступив назад. Со спокойным, но почти вызывающим взглядом. «Анна», — сказал он твердым голосом, — «нам нужно поговорить». А дальше произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Вместо того, чтобы закричать, вместо того, чтобы вышвырнуть меня, Анна сделала выбор, которого я никак не ожидал к нам. Как оказалось, она уже давно знала о желаниях Джеймса. Она даже поощрялась. Сначала я ужаснулась. Это была моя свекровь-женщина, которой я восхищалась и которая уважала годами носа. Временем я обнаружила, что и меня тянет. К ней было что-то волнующее, что-то волнующее. Связи между нами тремя. Это пробудило часть меня, которую я никогда раньше не знала. Мы стали связаны друг с другом, нашими секретами, нашими. Музыка поглощен работает, чтобы заметить перемену в своей жене, своей матери и своем отце. И Лили, моя милая и невинная Лили, была единственным, что удерживало меня на земле, единственным напоминанием о том, чем я рисковал. Но всем хорошим вещам приходит конец. Однажды Майкл вернулся домой раньше, чем ожидалось. Он нашел нас в комнате Джеймса, переплетенных вместе таким образом, что не оставалось места для неправильного толкования. Выражение его лица будет преследовать меня вечно. Шок, печаль, гнев. Все это было там написано в его глазах. «Как ты могла?» – прошептал он. Его голос дрожал от волнения. Я хотела объяснить, умолять его о прощении, но слово «ничто» из того, что я могла сказать, не исправило бы. Это в конце концов Майкл подал на развод. Он забрал Лили и уехал, съехавшись с Ом и Анной.
Какое-то время мы втроем продолжали жить так, как раньше. Но это была уже не та тяжесть вины, сокрушительный стыд. Это стала Нена. В конце концов, я тоже ушла не в силах вынести обломки жизни, которую я разрушила. Теперь, сидя здесь в одиночестве, я задаюсь вопросом, стоило ли все это того. Страсть, восторг. Это было не похоже ни на что, что я когда-либо испытывал. Но какой ценой мой брак? Моя семья, мое собственное достоинство ВС принесено в жертву мимолетно волнения. И все же даже сейчас я не могу заставить себя пожалеть об этом. Впервые в жизни я чувствовал себя по-настоящему живым, и иногда этого достаточно.